Здравствуйте, уважаемые жители и гости Зеленоградского района. Я являюсь руководителем управления санэпидконтроля Зеленоградского района. Сегодня мы хотим вам рассказать об эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Зеленоградском районе. Казахстан находится на 33-м месте из 212 стран мира по количеству больных туберкулезом. При этом из числа стран Центральной Азии в Казахстане отмечается самый низкий успех лечения. Так, 16% от всего объема лечения безуспешный уровень заболеваемости туберкулезом населения по Акмолинской области за 12 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года уменьшился на 1,3% в сравнении с аналогичным периодом. Но наблюдается рост заболеваемости туберкулезом в Зеленоградском районе, это на 6%, на 6 случаев, 40 случаев против 45 аналогичного периода. По Зеленоградскому району функционирует 3 медицинских организации, занимающиеся вопросами туберкулеза. Это Центральная районная поликлиника, ТО КСМК «Жануя» и филиал ТО клиника эндохирургии. Несмотря на проводимые мероприятия по снижению заболеваемости туберкулезом, эпидемиологическая ситуация по Зеленоградскому району по итогам 2021 года остается напряженной и нестабильной. За 12 месяцев 2021 года зарегистрировано 40 больных с новыми случаями туберкулеза, в том числе туберкулез органов дыхания 36, из них БК плюс 12. В структуре заболеваемости туберкулезом на долю туберкулеза органов дыхания приходится 90%. Основной метод выявления остается флюорографический, это 75%. Среди детей области в возрасте от 0 до 14 лет зарегистрировано 8 случаев заболевания, в том числе в Зеленоградском районе 2 случая. Это в селах Ахмол, ребенок 2017 года рождения, выявлен по положительной пробе МАНТУ, и село Хоянда, это ребенок 2019 года, ребенок не вакцинированный с роддома, контакт с отцом. Среди подростков области зарегистрировано 9 случаев, показатель 24,9. В нашем районе 1 случай в селе Хоянда. За январь-февраль месяц текущего года по району зарегистрированы 6 случаев туберкулеза легких, и среди них 1 ребенок из города Хошша. 1 случай бактериовыделением. Противоэпидемические мероприятия в очагах проведены. Основными причинами заболеваний явилось несвоевременное обращение за медицинской помощью, снижение иммунитета, несвоевременное прохождение флюорографического обследования. Обследование по реакции МАНТУ выявлено на 89,2%. План 9104. Обследована реакция МАНТУ 8123. Выявлено с виражом и гипераллергической реакцией 507. Обследовано диагностическим тестом подлежало 1307. Обследовано 648, из них с результатами инфицирования МБТ. Впервые выявлены 158, из них охвачена химия профилактикой 13. Причины: высокий удельный вес временных медицинских отводов в связи с регистрацией коронавирусной инфекции на объектах образования. Теперь мониторинг по туберкулезной диагностике первоклассников по Зеленоградскому району согласно плана 6487 выполнено на 96,5%. Ревакцинации БЦЖ подлежало 1420, ревакцинировано 1413, это 99,5%. Охвачено химиопрофилактикой 3. Запущенных и умерших от туберкулеза в Зеленоградском районе не зарегистрировано. План флюорографического обследования группы высокого риска и обязательного контингента в Зеленоградском районе выполнено на 94,6%.
В связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции в период с января по июль 2021 года выполнение составило 36,2%. После проведения определенных организационных мероприятий эти показатели были подняты. Управлением будет продолжена данная работа. Уважаемые жители нашего района, мы все знаем симптомы туберкулеза. Это кашель более 2 недель, снижение массы тела, потливость, и боли в грудной клетке, кровохарканье, общая слабость и быстрая утомляемость, длительное повышение температуры тела. Если вы обнаружили один из признаков туберкулеза, вам необходимо обратиться к участковому терапевту, педиатру или врачу общей практики. Ежегодное прохождение флюорографического обследования может оградить вас от смертельного формы туберкулеза, обеспечивая своевременное обнаружение заболеваний. Если у вас родился ребенок, вам необходимо пройти флюорографическое обследование в течение 1 месяца после выписки из роддома. Соблюдайте правила личной гигиены, особенно чаще мойте руки. После посещения общественных мест и общаясь с широким кругом лиц, регулярно мойте руки, используйте спиртосодержащие одноразовые салфетки. Не отказывайтесь от обязательной вакцинации новорожденных детей, если отсутствуют противопоказания. Содержите в чистоте дом, питайтесь правильно, употребляйте в пищу местные молочные продукты, рыбу, больше овощей и фруктов. Занимайтесь физической культурой и спортом. В свободное время чаще проводите на чистом воздухе. Не приобщайтесь к курению, употреблению алкоголя и наркотиков. Помните, ранняя диагностика и своевременное лечение – это ключевой момент в борьбе с туберкулезом. Уважаемые жители нашего района, не болейте, будьте здоровы. Спасибо за внимание. Рахмет.